Насколько детские площадки в Башкортостане безопасной темой занялись в Общественной палате республики. До 10 июня проводили опрос жителей. Также запланированы выездные совещания. Обсудим это подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала региона. В башкирском спутниковом телевидении сегодня с нами заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова. Лида Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас здесь нас видеть. Каковы предварительные выводы сделали в Общественной палате? Вот наверняка уже есть результаты опроса. Но вообще мы подключились к всероссийской акции, организатором которой выступает Общественная палата Российской Федерации «Безопасные детские площадки». Подключились и на первом этапе провели опрос, решили поинтересоваться у населения, как они оценивают безопасных детских дворовых площадок. К сожалению, результаты оказались такие неутешительные. Мы рассчитывали, что все-таки они будут более такие позитивные. По предварительным данным мы можем говорить, что в опросе приняли порядка более 800 человек. По всей республике, это не только Уфа была задействована. И результаты следующие. Почти 70% опрошенных считают, что детские площадки далеко не безопасны, к сожалению. 20% считают, что в таком среднем состоянии. Ну и 10% считают, что они в нормальном таком рабочем состоянии. Из тех элементов, которые мы называли, что их устраивает, что их не устраивает, безусловно, что всего лишь 2% площадок оснащены информационными стендами. Освещение всего 10% показало, что недостаточно освещения, что покрытий нет, что до сих пор железные качели. И очень часто в ответах звучал такой вот термин советского периода. То есть все, что осталось нам от советского периода, тем мы до сих пор и пользуемся. Некачественный песок, очень часто жители сами принимают участие в том, чтобы сделать хоть какие-то условия там для своих детей. Поэтому на первом этапе работа проведена. Следующий этап будут выездные мероприятия по тем адресам, которые назвали нам жители. Мы выберем сами определенные адреса, но хотим показать не только площадки, где не все хорошо, не все благополучно, хотим показать и площадки, где действительно созданы очень хорошие условия. Я думаю, что в городе и вообще в республике их немало, потому что из республиканского бюджета средства выделяются, и сами видим по городу, что есть хорошие места для отдыха детей. Безусловно, актуальность повысилась именно в летний период, потому что не каждый ребенок сегодня может выехать в летний загородный лагерь, да, вообще куда-то уехать, и поэтому он больше времени, чем обычно летом, будет проводить на детских вот этих дворовых площадках, на спортивных площадках. Поэтому хотелось бы, конечно, в меру наших возможностей сделать так, чтобы этот отдых был полезным и, по крайней мере, безопасным. Он должен быть безопасным. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить здоровье, а где-то, возможно, и жизнь наших детей. Скажите, пожалуйста, когда вы получите выводы вот всего мониторинга, да, каким образом будет взаимодействие с министерствами профильными и ведомствами, и что-нибудь вообще возможно будет поменять? Я думаю, да, мы проводим это не просто так, обратимся к тем контролирующим организациям, чьи ведомства курируют вот эти вот площадки. Обратимся, подскажем, где что нужно будет сделать, да, потому что, смотрите, установить урну на площадке, это не требует каких-то серьезных материальных вложений. Сделать небольшой информационный стенд, он тоже не требует каких-то материальных вложений, да, привезти песок, это тоже не миллионы. Понятно, что мы сейчас постепенно перестраиваем вот эти вот площадки, и сделать все разом в миллионном городе, конечно, сразу не получится. Люди должны это понимать. Но элементарные условия создавать нужно. Покрытие сделать, урну установить, посмотреть освещение какое там, да, информационный стенд. Если что-то случится, чтобы родители там или сопровождающие взрослые не растерялись, а знали, куда нужно обратиться. Вот коллеги, которые побывали недавно в Москве из Общественной палаты, как раз зная, что мы работаем над этой темой, посмотрели несколько двориков в Москве. И когда общались с родителями на предмет того, что куда вы, как вы, насколько быстро можете среагировать, они сразу называют один и тот же свой портал информационный, куда очень быстро направляется информация и мгновенная реакция. Причем это не один дворик, а несколько двориков в Москве показали, что там как-то все это доведено до автоматизма, то есть не надо искать кого-то, предполагать или так далее. Они сразу называют портал, куда они скидывают информацию. Более того, поддерживается обратная связь на предмет того, что как качественно, своевременно
устранены те или иные замечания, там, предложения, рекомендации и так далее. Поэтому я думаю, что Уфа тоже к этому придет, но, по крайней мере, какие-то информационные стенды, может быть, на подъездах, там, где расположены эти дворики, да, наверное, управляющие компании вполне это могут сделать, потому что если что-то вдруг случится, взрослый может растеряться, а зная, что есть вот тут информационный стенд со всеми номерами телефонов, да, то, наверное, было бы тоже удобно для наших жителей, для таких жителей, у которых есть детки, которые отдыхают вот на этих площадках. Лидия Сагитовна, ну мы знаем, что глава Башкортостана Ради Хабиров поднимал эту тему еще в 2019 году. Он тоже говорил о том, что безопасными должны быть детские площадки. Ну, в частности, он обращал внимание на железные качели, которые могут причинить вред здоровью ребенка. Да? Вот он озвучил данные, что порядка 5000 детских площадок, из них половина, вот где были железные качели, но мы знаем, что этот вопрос уже решили. Также говорилось о том, что детские площадки должны быть стандартизированы. Вот что сегодня предусматривает стандарт безопасной детской площадки? Это нужно обратиться уже к соответствующим организациям. Стандарты действительно есть. И методические рекомендации Общественная палата России тоже разработала. Именно по этим стандартам, то, что они предполагают, то, что должно быть обязательно, да, вот в принципе, я многие вещи уже проговорила. Это и покрытие, это и ограждение площадки, это и место расположения детской площадки, подальше от парковки, подальше от мусорных баков. И очень часто вот в последнее время конкретно занимаясь этим вопросом, наблюдая за площадками в Уфе, конечно, сложно будет вот эту ситуацию коренным образом исправить, но тем не менее очень многие вещи можно сделать, не вкладывая очень большие средства. Поэтому информационные стенды, мусорные какие-то урны должны быть, да, и так далее. Конечно, ухоженные должны быть эти площадки, без мусора. Песок должен быть такой, с которым можно ребенку поиграть, а не какой-то гравий там с крупными камнями и так далее. Поэтому население сегодня очень активно подключается к этой работе. Вот, кстати, следующий вопрос. Что должны сделать жители? Каким образом они могут повлиять на процесс? Ну, опрос был действительно такой масштабный, хотя он был не такой длительный, всего буквально 2 недели, но то, что обратилось порядка 1000 человек, это нас радует. Жители очень активны, и самая большая активность – это район Черниковки. Жители негодуют тем, что по тому вопросу, что очень мало делается на этих площадках, и хотелось бы, чтобы действительно внимание на эти площадки уделили те организации, которые их обслуживают. Очень часто родители сами занимаются песком и так далее. Это тоже неплохо, да, если у родителей есть возможность. Но тем не менее родители хотят, чтобы у их детей были такие достойные, современные, а самое главное безопасные площадки, где действительно можно с ребенком находиться какое-то время и не переживать вот за эту безопасность ребенка. Ну, кстати говоря, в Черниковке есть парк Первомайский, который мы знаем, что вот он очень благоустроенный, там есть спортивная площадка и для семей, и для любых возрастов. Вот как вы оцениваете такую возможность, если нет во дворе безопасной площадки, но есть она, ну, там, практически в шаговой доступности или там в нескольких минутах от дома? Вот такой вариант пока. Ну, конечно, к сожалению, мы не можем говорить, что сегодня у каждой многоэтажки есть во дворе детская площадка. Благо, действительно, парковые зоны, зоны отдыха для детей, они благоустроены, это правда, но выходя с ребенком каждый день на прогулку, мне кажется, каждый день вот до этого парка добежать будет сложно. А вот просто выйти во двор и занять чем-то ребенка, конечно, если есть определенное место, выделенное для этого, его просто нужно привести в соответствующее состояние. И для этого есть управляющие компании, есть организации, которые курируют этот вопрос. Жители очень активны, могут подсказать, где что нужно сделать. Именно поэтому их и подключили, чтобы управляющим уже компаниям и, в принципе, Министерству ЖКХ подсказать, где что не так. И, наверное, даже до конца лета можно еще многие вещи порешать. Лидия Сагитовна, вот мы, если возьмем тему шире, безопасность детей, какие чаще всего обращения по этой теме поступают в Общественную палату и какие рекомендации вы можете дать родителям? Ну, в основном обращаются конкретно с жалобами. Пишут, конечно, главе региона, к сожалению, пишут и в Общественную палату, пишут везде, куда, видимо, адрес находят, там, я не знаю. Родители жалуются, что нужно привести просто детскую площадку в современное состояние. Конечно, сразу сделать будет все невозможно. Но при том, что родители настаивают на решении этого вопроса, я думаю, что и управляющие компании, наверное, сделают все возможное, чтобы детский отдых был во дворе, был безопасным.
Поэтому обращаются с тем, что обратите внимание на площадку по такому-то адресу, здесь не все благополучно, и железные качели, и нет покрытий, и все травмоопасно, и т.д. и т.п. Поэтому вот такие вот обращения, они регулярные, очень часто в средствах массовой информации, в соцсетях появляются прям с такими прям страшными фотографиями. Я не думала, что в городе Уфе есть и такие площадки, но вот конкретно с этой недели мы займемся уже выездным мониторингом этих площадок, чтобы иметь реальную картину. Пока я могу говорить о тех площадках, где я проживаю, в районе телецентра, да, и вот вижу эту площадку. Хочется посмотреть весь город, хочется посмотреть еще и в районах, что происходит, потому что к этой работе мы подключили еще и коллег с общественных советов при муниципалитетах. Они тоже активно подключились к работе, в опросе принимали участие районы. Очень активно Туймазы отказался город, Октябрьский, Хайбулинский район оказался активным, поэтому люди неравнодушны, людей, родителей действительно беспокоит вопрос безопасности вот этих вот площадок, потому что вопрос касается самого дорогого в жизни каждого человека. Поэтому что может сделать общественная палата? Поднять вопрос, проработать его, в чем проблемы, не просто указывать там, да, вот эта площадка ужасная, а вот эта площадка хорошая там. Нет, дело не в этом. Хотим этот вопрос в системе рассмотреть, где что тормозит, что нужно предпринять для того, чтобы в ближайшее время, потому что лето в самом разгаре, чтобы в ближайшее время все-таки этим вопросом очень активно и плотно заняться. Ну и, конечно, хотим показать те площадки, которые приближены к совершенству. То, о чем некоторые дети просто могут мечтать. Но в Уфе есть такие площадки, в республике в том числе. Спасибо вам большое, Лидия Сагитовна. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем была заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Лидия Исаргакова. И мы говорили о безопасности детских площадок. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.